Я Ивана Мигалкина не переводил. Как-то так получилось. Хотя, работая в издательстве «Современник», в редакции «Литератур народов РСФСР», работая в редакции литературной, то есть Советской России, в аналогичной редакции, я со многими поэтами подружился, а дружба всегда приводит к тому, что ты просто должен. И меня удивило даже несколько перечень 20 фамилий, которые сейчас здесь прозвучали, переводчиков. И я совершенно четко могу сказать, что там нет чисто профессиональных переводчиков. Это все поэты. В какой-то степени кто-то более известен или менее известен, но это еще и, просто даже не ошибусь, опять же, это друзья. И вот дружба, она приводит к очень даже совершенным переводам. Прошли, очевидно, годы, когда Евгений тебя переводил, Каминский, да? Вот. Но я не могу не прочитать, чтобы вы сравнили по тем временам и по нынешним. Хотя вот сидит Сергей Каратов, это и мастер стиха и собственного, и профессионального, да? Но я говорю о чистой, очевидно, дружбе, пытаясь угадать. О том, чем так душа твоя болит, что гложет сердце, не страшась ей Богу, поведай другу, и огонь обид смертельных в сердце стихнет понемногу, и черных мыслей сгинет мрачный рой, чтоб мог ты наконец-то насладиться листвы и ветра трепетной игрой, и крылья вдруг почувствовать, как птица. Тебе не воплотить своих идей, удача не останется с тобою, пока не возлюбил ты тех людей, что встретить суждено тебе судьбою. И пусть всегда душа твоя для них открыта, и за них всегда в ответе я о тебе писал, а вышел стих о том, чего важнее нет на свете. Но это такой классический, я бы сказал, слог, позволяет видеть, что и на родном якутском языке это стихотворение не менее высоко парит этот слог, и что друзья хорошо понимали друг друга. В переводе без дружбы, в принципе, на сегодняшний день нет перевода, нет продукта, который получается для того, чтобы остаться в веках. Исключение те, когда профессиональный переводчик, не поэт, берется за свое дело и вместе с государством, вместе с композитором начинает из стиха творить нечто другое, я не скажу большее. Потому что мы-то с вами, писатели, поэты, понимаем, что выше нашего слога, звучащего, и будь то проза, ничего нет. Но вот когда возникает, мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, Гребневский перевод, да, это профессиональный переводчик. Если бы я прочитал его, не зная, я бы не восхитился, но я сказал, здорово переведено. Но когда еще и песня возвышает этот стих, тогда получается народом любимое создание и устного творчества, и вместе с тем музыкального творения. Вот такие симбиозы, они остаются в истории. Кто-то не делает таких попыток, но
и я не знаю, если, Иван Васильевич, на твои стихи есть песни в Якутии? Есть. Вот чего бы я хотел услышать от тебя, и ты подтверждаешь мои слова, слава Богу. Но это больше, чем я вот везде говорю и буду повторять. Уже 20 лет твержу и в Думе, и в Совете Федерации, и на собраниях, и на съездах, посвященных национальным литературам, проработав много и переведя много. Я везде говорю, после того, как случилось то, что случилось в Чечне, а там мои друзья, и сегодня, пока дружили поэты, дружили их народы. Как перестали дружить, чеченская война началась. Поэтому давайте дружить, давайте сейчас. Это подходит, любая зараза подкрадывается незаметно. Поэтому любая болезнь подкрадывается незаметно, и уже поздно что-то делать потом. Поэтому давайте не просто дружить, давайте работать в этом плане, давайте совершать небольшие подвиги, давайте общаться побольше. И для меня удивительно, какой формат создался сегодня. Это обычно где-нибудь в Доме национальности происходит, в Центральном доме литераторов. А здесь Иван Мигалкин, альма-матер, приехал, сидят и студенты сидят, и преподаватели, и его друзья. Это очень драгоценно. Московская городская организация Союза писателей России награждает народного поэта Республики Саха-Якутия, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, председателя Союза писателей Республики Саха-Якутия Мигалкина Ивана Васильевича за верное служение отечественной литературы. Это диплом Лермонтова, это медаль лауреатская к этому диплому. Иван Васильевич, мы тебя любим. Мы, хочу сказать по секрету, несмотря, я смотрю, какие у тебя лицо, черты приняло мужественное. Ты сидишь словно высеченный из камня. Но это добрейший души человек, это заботливый человек. Он любит, ценит своих друзей. Я также думаю, что он любит и ценит свою супругу, он любит также своих детей, которых мы здесь видим. Всем большой привет Якутии! В 1973 году среди абитуриентов был Володя Бояринов, красивый, стройный парень. Был когда-то и будет всегда стройным, красивым и настоящим поэтом. Ты зришь в корень, Иван Васильевич. Я за месяц похудел специально, чтобы быть стройным, словно знал, что ты приедешь, на 6 килограммов. И тогда он без бороды был 46 лет назад. Похудею на 15, сбрей. Ну, через 5 лет сбрей, потому что я приеду отмечать с вами мое 70-летие в какой-нибудь ресторане. Обязательно, обязательно, дорогой. Спасибо.